Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для тельцов. Посмотрим, что ждет тельцов в этом месяце. Карта месяца — колесница. Посмотрим по декадам, по 10 дней. Первая, вторая и окончание месяца. Так, теперь отношения, работа. Так, финансы. Какой хороший месяц для тельцов выпадает. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает карта колесница как карта месяца для тельцов. Это значит, что будут поездки, будет решение каких-то важных вопросов. Если были сложности, это выход из ситуации. Хорошая карта для обучения, как самостоятельного, так и для поступления в вузы. Карта, знаете, когда в семье вы находите баланс, да, в партнерстве находите баланс, можете договориться, разделить обязанности, там мужчина, женщина, родители, дети и так далее. Карта очень хорошая для того, чтобы подниматься в карьере, да, получать повышение. Может быть, даже какие-то переезды будут по работе, или, может быть, это не переезды, может быть, это будут командировки просто, да. Хорошая карта для того, чтобы прояснять какие-то сложные ситуации, для того, чтобы решать важные вопросы. Что еще здесь может быть вот из каких-то конкретных вещей, да? Ну, во-первых, вот эта карта очень часто связана с местом, где мы живем, с нашей родиной, да, может быть, там, недвижимостью, которая, может быть, долгое время нам принадлежала, да, может быть, кто-то захочет продавать или кто-то захочет делать ремонт, может быть, кто-то захочет купить гараж, земельный участок или еще что-то такое, перестроить, пристроить и так далее. А также карта говорит о том, что могут находиться какие-то ценности, да, вот, допустим, кто-то что-то потерял, вполне возможно есть, ну, как бы, вполне возможно найдете. А также эта карта еще и окончание каких-то сложных ситуаций, окончание дел. Или когда мы, наоборот, одно закончили, да, и закладываем фундамент для другого какого-то дела. В общем, такая очень, как бы, карта перехода какого-то, да, изменения ситуации. Если у вас все как-то застоялось, да, вот знаете, что август будет такой очень активный, есть возможность все поменять. Ну, очень часто вот эта карта еще говорит о том, что в отношениях между партнерами может быть конфликт какого рода, когда один из партнеров может проявлять эгоизм, да, может быть, слишком много думать о себе, вот, то есть такие ситуации могут возникать. Первая часть месяца у нас выпадает карта звезда. Это значит, что могут реализовываться какие-то наши давние надежды, планы. Мы можем примиряться со своими близкими людьми, с партнером, да. Может быть, здесь реализуются какие-то наши творческие идеи, может быть, какие-то в плане профессии могут реализовываться цели. Карта, когда мы дождались, да, вот вкладывались раньше, старались, и вот теперь к нам начинает приходить то, что мы заслужили. Но также карта это не быстрая, да, либо то, что вы давно задумали, сейчас начинает реализовываться, либо даже вот то, что реализуется, оно как-то постепенно, да, не быстро. Также карта говорит о том, что мы можем заниматься своей внешностью, мы можем заниматься своим внешним видом, прической, лицом и так далее. То есть как-то мы можем меняться, привлекать к себе внимание. Давайте посмотрим, чего еще касаются эти звезды. Да, особенно это будет касаться взаимоотношений в семье с детьми и любовных взаимоотношений. Да, вот именно здесь начнутся перемены, начнутся осуществление наших каких-то желаний, надежд. Может быть, будет встречен партнер, о котором мы давно мечтали.
очень хорошая карта, да, либо, может быть, благосклонно к нам будет начальство, руководство, да, и нам какую-то должность высокую могут предложить, да. В общем, какие-то наши такие тайные надежды, они могут стать явью. Хорошая очень карта, хорошая первая часть месяца, но также эта карта говорит о влиянии, очень сильном влиянии на нас каких-то планет, да. То есть для тельцов очень сильное будет вот это влияние, и как раз вот то, что астрологически вам предписывалось, да, скорее всего, оно будет осуществляться. Либо нужно использовать советы астролога для того, чтобы вот улучшать свою жизнь. Вторая часть месяца, здесь у нас выпадает рыцарь мечей. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, добиваться здесь своих целей, да, будете прикладывать усилия, вам нужно быстро реагировать, вам нужно везде успевать. Здесь может быть поездки какие-то, да, по делам, или может быть поездки запланированные заранее. Здесь может быть вы будете решать вопросы, связанные с транспортным средством, с ремонтом, с покупкой. Но, скорее всего, здесь вот ремонтировать, да, будете, либо какой-то плановый ремонт будет, либо, может быть, нужно срочно будет что-то поменять неожиданно. А также карта говорит о том, что вы можете здесь знакомиться с новыми людьми. Это могут быть люди по работе, либо по интересам, да. А также карта говорит о том, что у вас могут быть успехи в какой-то интеллектуальной деятельности. Все, что связано с сетями, с интернетом, с общением, коммуникацией там с большим количеством людей, да, вот это все будет очень успешно. Хорошее время для того, чтобы, может быть, учиться, сдавать экзамены. Хорошее время для того, чтобы какую-то идею, свою мысль реализовывать. Может быть, вы давно хотели начать образование какое-то, да, вот научиться чему-то, тоже замечательное время. Давайте посмотрим, что будет в третьей части месяца. По окончанию месяца у нас выпадает шестерка мечей. Карта говорит о том, что вы, в принципе, сможете в конце месяца сделать какой-то важный для себя шаг вот в плане изменения жизни. Да? Здесь у нас действительно есть возможность перейти от худшего к лучшему, да, переехать из одного города в другой, перейти с одной работы на другую, помириться с партнером или, может быть, еще какие-то важные решения для себя предпринять. Вообще шестерка мечей у нас астрологически связана с Меркурием в весах. То есть все наше общение, оно будет касаться либо законодательства, да, либо каких-то правил, наших обещаний другим людям, либо это будет касаться работы, допустим, через консультации, да, вот, допустим, вы с каким-то человеком на связи, и либо, ну, как бы лицом к лицу, либо через интернет общаетесь, да, то есть очень хорошее время для того, чтобы вот консультирование организовывать, либо просто, если вы уже этим занимаетесь, будет результат очень хороший от этого. Если вы планируете сделать предложение, да, половинке своей, то замечательное время для этого, вот конец месяца. Сможете договориться или перевести ваши отношения из таких, как бы, из близкого круга, когда вы просто общаетесь как друзья, да, вы можете уже как бы вместе жить, допустим, да, или там решите вместе куда-то поехать, как бы, чтобы, ну, как бы поменять обстановку, да, может быть, что-то вам мешает, и, может быть, кому-то там работа из вас нужна. И вот вы вместе можете просто поехать на новое место жительства, да, там, где у вас лучшие условия, там, где есть работа. Также вот карта говорит о том, что хорошо использовать советы тех людей, которые вот в чем-то специалисты, профессионалы. Может быть, вам потребуется это. Давайте посмотрим дополнительную карту. Десятка червовая. Ну, в основном здесь будет касаться нашего близкого общения. Это будет наш партнер, это наша семья, это наши друзья, либо члены коллектива. Да, вот в основном этого здесь будет касаться ситуация. Для отношений у нас выпадает карта Маг.
Вот в отношениях, скорее всего, мы будем в этот период стараться реализовать свои какие-то планы, свои какие-то желания. От нас потребуется инициатива, от нас потребуется умение, знаете, договориться, да, высказать то, что у нас на душе, на сердце, так, чтобы никого не задеть, никого не обидеть, чтобы помириться, договориться, чтобы высказать свои какие-то там цели, планы, желания, чтобы партнер вас поддержал. Ну и вообще здесь, конечно, начало чего-то важного. Если, допустим, это новые какие-то отношения, да, значит здесь встреча с партнером, привлечение внимания. А если же это уже состоявшиеся отношения, то здесь тогда получается, что у вас какие-то новые дела, и либо какие-то новые проекты вы вдвоем осуществляете. Да? Здесь может быть что-то важное для вас начинается. Для тех, кто в поиске партнера, десятка трефовая. Карта говорит о том, что вполне может встретиться человек очень такой сильный, гармоничный, надежный, верный. Человек, который, знаете, такой со стержнем внутри, с опорой. Да? Вы можете действительно быть рядом с ним, очень как бы защищенно себя чувствовать. Но кроме того, если вы сами не такой человек, то может, знаете, у вас могут появиться такие взаимоотношения зависимости, да, то есть вам нужно обязательно самим тоже развиваться, вам нужно самим быть самодостаточными, да, очень такими сильными, как бы независимыми в отношениях, да, вот тогда это будет хорошая встреча, хороший партнер. Для тех, у кого уже есть пара, выпадает Джокер. Карта говорит о том, что вы действительно можете здесь что-то новое начинать. Похоже на карту детей, да, может быть, вы будете решать вопросы, связанные с обучением детей, да, либо приобретать что-то для обучения, какие-то важные, ну, в общем, как обычно на год мы закупаем, да, там тетради, учебники, в общем, канцелярию разную. Вот здесь будет у вас, скорее всего, много сил и энергии уходить на детей, на то, чтобы их обучать, готовить и так далее. Да? Может быть, даже между собой вы будете решать какие-то такие важные дела. Может быть, здесь отдых с детьми, да, или, может быть, будет какая-то поездка с детьми. Дополнительную достану карту. Да, может быть, будете оформлять какие-то бумаги, вот, касающиеся чего-то нового для вас, да, может быть, даже действительно новая какая-то школа, там новое обучение или еще что-то такое. Также карта говорит о том, что какое-то признание вы можете заслужить от своего партнера. Может быть, даже, знаете, может быть, раньше вы были как-то зависимы от него, да, а теперь вы как самостоятельная личность, у вас есть свое мнение, вы хотите реализовать какие-то свои цели, планы. То есть вы становитесь свободнее, и партнер вас за это уважает, ценит. Для тех, кто в ссоре, девятка бубновая. Карта говорит о том, что вам нужно решить, нужен вам этот человек или нет. Может быть, он совершенно вам не подходит, да, может быть, это человек, которому вообще лучше одному быть, да, может быть, он эгоист или еще что-то в этом роде. И если вот вы ответите, что это действительно вам человек нужен, что вам с ним хорошо, тогда ваши отношения могут на новый уровень выйти. То есть вы можете помириться, но только уже не возвращаться к деструктивному поведению, которое было раньше. Вот, если такое возможно, да. Если же нет, то лучше эти отношения прекратить, потому что у вас может появиться совершенно новый человек тогда, который вам более подходит, с которым вы действительно можете себя проявить, сможете договориться и так далее, который будет вас уважать, ценить. Для работы выпадает карта повешенной. Это значит, что по работе у тельцов будут какие-то ограничения. Либо вы будете, знаете, подводить какие-то итоги. Может быть, период у вас какой-то заканчивается, да, и вы должны там подбить счета, да, или еще как-то итоги подводить. А также карта говорит о том, что, может быть, какой-то долгий проект вы начали, да, и вот он у вас на весь месяц может затянуться. Или, может быть, это удаленная работа, когда вы из дома работаете, да, или
откуда-то еще, то есть в офис не ходите. Или, может быть, какая-то большая ответственность на вас. То есть, ну, может быть сложно, да, может быть, у вас руки связанные будут в этом месяце, и вы не можете как-то повлиять на ситуацию, либо подготавливаетесь к чему-то. Ну, в общем, немножко такое сложное время будет для тельцов в работе. Затянуто все, да, ситуация затянута. Для тех, кто ищет работу, вот здесь сложность в чем? То, что будет несколько вариантов, и вам нужно выбрать какой-то определенный, да. Также карта говорит о том, что вам желательно воспользоваться услугами посредников, которые вот помогут вам найти работу. Для тех, у кого свое дело. Нет, для тех, кто работает на зарплату, да, здесь туз выпадает. Так. Здесь туз выпадает бубновый. Карта говорит о том, что у вас, в принципе, здесь ситуация такая. У вас действительно что-то сложно здесь, да, что-то, может быть, затягивается, но при этом вы все равно реализуетесь, при этом вы все равно получаете какие-то результаты. В любом случае, может быть, даже на месяц это все затягивается, но в конце месяца у вас уже успех какой-то есть. Завершенный проект какой-то есть. Может быть, знаете, тут вы набираетесь опыта профессионального, допустим, учитесь, да, в конце месяца вы уже, ну, как бы закончили обучение. Или, может быть, здесь, так, может быть, знаете, работаете на свое имя, на свою репутацию весь месяц, и вот в конце дня, вот в конце месяца вы действительно получаете признание. Но в любом случае здесь вот что-то хорошее. Либо деньги, допустим, задерживают месяц, потом получаете. То есть немножко будет задержка, но результат все равно придет. Для тех, у кого свое дело. Валет бубновый. Карта говорит о том, что вот тоже, смотрите, здесь у нас повешенный, да, и валет бубновый. Опять же, какие-то затяжные дела, долгие, да, какая-то невозможность продвинуться, и потом вот наконец-то возможность появилась, можете продвигаться, может быть, придется что-то радикально менять, может быть, придется менять кого-то там в коллективе, да, или, может быть, придется менять руководителей, может быть, даже партнеров, да, но в любом случае вы эту ситуацию решаете. Карта рекомендует, если какая-то неожиданность происходит у вас, нужно действовать очень быстро, нельзя оставлять ничего на самотек, потому что действительно здесь могут, знаете, вмешиваться какие-то люди, вот ваш процесс, да, и могут вам навредить. Поэтому будьте внимательны здесь. Если замечаете что-то, что вам не нравится, лучше сразу здесь реагировать моментально. Для финансов выпадает карта. Так. Я хочу еще сказать, вот по вальту бубновому, хочу еще карту достать одну. Да, вот все-таки смотрите, у вас здесь от ваших активных действий будет зависеть решение ваших вопросов, исполнение желаний. Вы знаете, вот эта затянувшаяся ситуация какая-то в вашей деятельности, да, она действительно в августе может прекратиться. То есть вы можете на совершенно новый уровень перейти, может наконец-то наступить такие счастливые времена, да, светлая полоса, как-то в общем все начнет улучшаться и в финансах, и откроются возможности, и разрешения нужные придут. Здесь, знаете, как-то вот эмоционально вы даже будете на подъеме. Так, император у нас для денег выпадает, да, карта старшего аркана. Но это значит, что деньги будут, все необходимое, что нужно, да, там для семьи даже, не только для нас лично. Все здесь как бы у нас приходит вовремя. Вообще у нас вот эта карта императора, она говорит о том, что наши деньги, они все-таки нуждаются в том, чтобы мы контролировали расходы и доходы. Вот это важно почему-то для нас в этом месяце. Для тех, кто на зарплате. Туз червовый. Карта говорит о том, что вы можете под влиянием эмоций потратить лишние средства. Да?
или, может быть, просто вот на семью нужно будет очень много денежек тратить, и вот будет такой сложный момент, что вроде бы как бы деньги правильно потратили, да, но все равно какой-то осадок, что вот денег нет, какое-то раздражение может быть, уныние какое-то может быть по этому поводу, да, поэтому желательно вот к августу, конечно, что-то отложить дополнительное, чтобы как бы на все хватило. Так, и теперь для тех, кто своим делом зарабатывает, карту достанем. Туз пиковый, тоже туз, смотрите, да. Здесь тоже, в принципе, будут расходы. Здесь тоже будут расходы на семью. Но, в принципе, здесь всего хватает. Может быть, даже... Может быть, даже, знаете, здесь общие какие-то доходы приходят, да, в семью. Здесь не только доходы ваши личные, но и деньги от тех, кто с вами вместе живет. И вот таким образом вам на все хватает. И вообще вот эта карта говорит о том, что нужно все-таки стараться иметь в запасе какие-то средства, да, иметь в запасе, потому что так вы будете себя чувствовать более комфортно, так вы будете чувствовать себя уверенно. Вот как бы и тем тоже нужно обязательно, чтобы деньги какие-то были отложены. Так, в принципе, неплохое положение. Ну, некоторые будут эмоции такие по поводу денег. Друзья, желаю всем замечательного августа. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.